Сыктывкарскому университету 50 лет, страница истории Майи Ивановны Бурлыкиной, доктора культурологии, профессора, заслуженного работника Республики Коми, основателя музея университета. Майя Ивановна Бурлыкина, пожалуйста, присутствует у нас сегодня здесь. Просим вас, предоставляем вам слово. Спасибо, дорогие друзья. Сегодня мне уже удалось выступить на ученом совете нашего университета. И, конечно, я к этому времени подготовила доклад. Перед вами доклад читать не буду. И в этом докладе были отражены основные этапы развития нашего университета и тот вклад, который внес каждый ректор университета в развитие своего вуза. И, конечно, эти имена у каждого из вас на слуху, особенно у тех, кто долгие годы проработал в университете. Это прежде всего основатель нашего университета Валентина Александровна Витязева, уже легендарная личность. Ведь она не случайно стала ректором университета. Дело в том, что первое научное обоснование о необходимости университета она написала еще в 1961 году, а университет открылся спустя более чем 10 лет. Хотя уже в 1971 году было решение ЦК КПСС, которым тогда руководил Леонид Ильич Брежнев, о создании в Сыктывкаре государственного университета. Но мы с Валентиной Александровной очень долго думали, какую же дату определить в качестве дня рождения университета. Итак, решение ЦК КПСС, итак, решение и постановление Совета министров РСФСР, постановление Совета министров РСФСР, приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР, РСФСР. Все очень красивые даты. Она говорит, а когда у нас день рождения пединститута? Я говорю, 21 февраля. А Ленинградского университета? Я говорю, 8 февраля. Она говорит, так, найдите приказ февральский. Я говорю, Анна, замечательно есть приказ. От 10 февраля 1972 года приказ Минвуза РСФСР о структуре нашего университета. Потому что предыдущие указания, приказы, постановления носили только констатационный характер – создать в Сыктывкаре университет. А здесь уже развернуто было будущее развитие нашего университета. Факультеты, подразделения, отделы и другие структуры. И вот эта дата, она оказалась всеми признанной, всеми, кто работал в университете, запомнилась, и поэтому, наверное, правильно, что Анна именно ее определила в это основание университета. Но вот мы недавно разговаривали с Дмитрием Ивановичем Пинаевским, потому что в этой книге у меня дана достаточно подробно информация о предыдущих вузах, которые работали в нашей республике. И он говорит, я посмотрел, у вас один вуз считает днем основания первый приказ, второй вуз считает днем основания, когда он открыл двери, третий вуз считает основанием дату первых дней занятий. Это что, каждый вуз имеет право определить дату своего основания? И это правда. И наш университет запросто может пересмотреть год своего основания. Я уже давно веду разговоры о том, что хорошо бы обратиться к 1921 году, когда был создан Зырянский институт народного образования. Затем действовал Коми-пединститут, и все преподаватели, которые работали в первом вузе, перешли туда. Из пединститута тоже очень многие преподаватели, особенно историки и биологи, перешли в наш Сыктывкарский университет. Это мы отмечаем две даты – 50-90. А так бы отметили культурно 100 лет, и было бы всем замечательно и хорошо. Я надеюсь, вы меня поддерживаете? Да, нет. Не слышу долгих аплодисментов. После Валентины Александровны Витязевой совсем недолго
Ректором был Алексей Елисеевич Грищенко. Как говорили у нас тут, посланец Ленинградского университета. Он приехал к нам еще в 1974 году. К этому времени уже имел большой опыт преподавательской и научной работы. Но по состоянию здоровья ему удалось поработать всего лишь 3 года. Я вам не мешаю чай пить? Ладно. Всего лишь 3 года, но при нем он особенно не стал менять структуру нашего университета, поддерживал линию, которую задала Валентина Александровна Витязева. Единственное, что он себе позволил, это провел впервые в нашем университете выборы проректора. Проректора по учебной работе. Эту должность занял тогда Вячеслав Михайлович. Кто скажет фамилию? Тимофеев. Молодец. Кандидат экономических наук, который впоследствии работал проректором по экономическим вопросам, был он и деканом экономического факультета, потом от нас уехал и трудился в Ленинградском, Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Лесотехнической академии, я у него там даже была в гостях, он мне подарил вот такую большую картину, которую я оставила в Грищенко, потому что мне ее вести было очень сложно. Перед этим я летела на самолет, с меня взяли 6 тысяч за одну из картин, и поэтому я решила еще раз не рисковать. И следующим ректором, уже избранным, и это был первый избранный ректор, это Сергей Иванович Худяев. Он уроженец села Вильгард, родился в 1934 году, окончил Московский университет имени Ломоносова, остался работать в Черноголовке, защитил там докторскую диссертацию, стал известным ученым, но ностальгия по родине, она была очень сильной, его тянуло сюда. И когда была объявлена вакантная должность ректора, то он подал заявку. Вместе с ним в этом конкурсе участвовали еще Виктор Худяев и Василий Задорожников, который в этот раз, в 90-м году, не прошел на должность ректора. Сергей Иванович руководил нашим университетом в течение 5 лет, по 95 год. В основе своей деятельности он поставил науку, и действительно при нем были организованы февральские чтения в 1994 году. При нем были открыты новые факультеты, в частности, финно-угорский факультет. При нем появились первые научные журналы. В 1991 году это был альманах «Рубеж», который публиковал труды Екатерины Сорокина, в том числе система социологии. До этого в нашей стране, в Советском Союзе, имя Сорокина упоминалось только в связи с трудами Владимира Ильича Ленина. Помните, ценное признание Екатерины Сорокина, статья Владимира Ильича Ленина. И поэтому, в общем-то, его имя было скорее нарицательным. И Сергей Иванович очень уважал Екатерину Александровича Сорокина, поддерживал это направление, которое было задано журналом «Альманахом Рубеж». В 1992 году была проведена первая научная конференция, посвященная Екатерине Сорокину. И, как вы понимаете, в нашем музее прошла первая выставка, в которой принимали участие не только ГАМ, не только Турия, села, но и библиотека имени Щедрина Санкт-Петербурга, Центральная библиотека. Сейчас она называется Российская национальная библиотека, но уже имя Салтыкова-Щедрина не значится на вывеске. То есть вот мы тоже были в числе тех людей, которые освещали творчество Екатерины Сорокина. Я у Инцессана спрашивала: Инцессана, как вы относитесь к тому, если наш университет будет носить имя Екатерина Сорокина? Инцессана, конечно, задумалась сначала, а потом сказала: вы знаете, я все-таки не поддерживаю то, что он уехал. Возможно, он тут бы так и не состоялся, как это случилось в Америке, но, тем не менее, я бы дала имя Анатолия Константиновича Микушева, она сказала. У нас имя Анатолия Константиновича Микушева не носит пока ни одно подразделение, ни одна кафедра
2016 году была установлена мемориальная доска, посвященная Анатолию Константиновичу Микушеву на здании по улице Катаева. И это была первая мемориальная доска, вывешена вместе с нашим ректором Ольгой Александровной. Она только приступила 4 ноября к своим обязанностям, а 5 ноября мы отмечали юбилей Анатолия Константиновича Микушева, автора эпоса «Народа о коме». Вот финский эпос почему-то очень гремит, так сказать, а эпос «Народа о коме» не гремит, задвинут куда-то в угол. И вообще, когда я писала книгу, у меня были большие проблемы с информацией, потому что я, например, знаю, что вот та кафедра, эта кафедра сделали такие-то добрые, хорошие дела, провели такие-то мероприятия, а информации, извините, нигде нет. А я работала по открытым источникам. Мне не разрешили использовать в связи с ситуацией с законом о персональных данных свежие, не опубликованные какие-то сведения, потому что тогда пришлось бы обратиться к тем, кто фигурирует в этой информации. Поэтому вот я еще раз подчеркиваю, что по опубликованным. А если бы мне дали волю, я бы написала вообще трехтомник, и каждый бы том был примерно 700-800 страниц. Итак, давайте вспомним о последующих ректорах, потому что все-таки вектор развития университета во многом и даже главным образом зависит от ректоров. Почему? Потому что у нас ректоры всегда были очень сильными фигурами, очень яркими личностями. Так ведь? Это правильно. Итак, 5 лет прошло, Сергей Иванович ушел с поста, так как не получил поддержку администрации региона. Не нашел он почему-то с Спиридоновым общий язык. Тем более не дом, а здание бывшего политпросвета забрали университета. И в этом виноват сам Сергей Иванович и его команда, кстати сказать, я должна сказать. Они стали сдавать в аренду помещения. Хотели каких-то денежек дополнительно получить. А раз сдали в аренду, правительство ахал, значит лишние помещения. Значит университету они не нужны. И очень быстро переоформили это здание на администрацию главы Республики Коми. И в 91 году получили это здание, а в 94 году уже лишились. И хотя в отместку дали базу отдыха «Белый бор», но, как вы понимаете, это была ерундистика. Сергей Иванович очень горевал по этому поводу, просил больше помещения, но ему не удалось сделать. В 95 году ректором избран, опять же, Василий Никифорович Задорожный. И он-то был дипломат. Ох, какой дипломат! Во-первых, он меня сразу пришел, похвалил, сказал: я вижу, работает единственное структурное подразделение, ваш музей, эффективно. Что я для вас могу сделать? О! Я говорю, а первый этаж мне нужен. А мы занимали его только второй. Он говорит, хорошо. Вы знаете, а еще что? Жалко, что я многое упустила. Не все попросила тогда у Василия Никифоровича Задорожного. Он дал мне подвальное помещение. Я ему сказала, я отказываюсь от этого. Я сразу тогда испугалась. Говорю, там вода, и это опасно. Он говорит, выкачаем. Так и не выкачали эту воду. И, конечно, это подвальное помещение используется не столь, хоть оно и большое, не столь эффективно, как могло бы, если бы был дренаж, были проведены дренажные работы вокруг этого корпуса. Но это, говорят, очень слишком дорогостоящее предприятие. Ольга Александровна, не знаю, вытяните ли меня эту проблему? Не знаю. Надо копить деньги. Да, надо копить денег. Накопите. Я знаю, что вы это сможете сделать. И, конечно, Василий Никифорович 17 лет, дольше, он все хотел дольше Витязевой. Там же все время с Витязевой
организировали всех соревнований. Я думаю, что и сейчас идет такое соревнование, так мысленно, ага, сделала бы так Венцеслава или поддержала бы Венцеслава. Потому что я знаю, что и Худяев, и Грищенко, и Задорожник ревновали Валентину Александровну Алексееву. Вот она заходила, и это была королева. А на них никто не обращал внимания, на этих мужиков наших, особенно. Но, тем не менее, они каждый раз в день рождения дарили цветы, там находили. Всегда очень хороший банкет устраивали в честь юбилея и так далее. В общем, чествовали, конечно, ее замечательным образом, уважали ее, ценили. Как говорила Венцеславна, когда уходила с должности, я думаю, что в президиумах я как сидела, так и буду сидеть. Так оно и было. Ну что ж, к сожалению, вот у Венцеславны была замечательная судьба, и она осталась в университете до 92 лет работать. По сути дела, ушла с должности профессора-консультанта, то есть ни дня не расставалась с университетом. И то, что она прожила так долго и имела возможность влиять на развитие университета, потому что она, в отличие от всех предыдущих ректоров, да и последующих, она настолько имела сильное влияние на власть, причем, как говорил Спиридонов, она никогда ничего не просила, она всегда предлагала. Но в этом предложении скрывалась такая мощная просьба по развитию университета, что, конечно, он сразу принимал это предложение, решал, что это его идея, и притворял. Он сам это лично мне говорил, потому что именно Спиридонов дал самое последнее интервью в своей жизни в тот день, когда мы здесь прощались в 2010 году с Валентиной Александровной Витязевой. Журналисты как-то к нему стеснялись подходить, обратились ко мне, вы можете попросить Спиридонова дать интервью? И мы с ним немножечко поговорили, потом он сдал отличное интервью. В тот же год его не стало. Тоже такая яркая личность, но, слава богу, сегодня она оценена по достоинству. Конечно, Василию Никифоровичу в должности ректора удалось получить сдвоенный корпус по улице Катаева, сделать капитальный ремонт во всем нашем пространстве университетском. Первый ремонт он сделал у меня, над моим музеем. Он сказал, вот когда он спрашивал, что я для вас могу сделать, я говорю, пожалуйста, отремонтируйте крышу, потому что она продолжала протекать вот там в углу. И говорю, и в аудиториях все протекает и так далее. Ну, он решил сделать эту крышу. Если Худяева журналисты приняли благосклонно, местный кадр, видный ученый, то Задорожный-то был ставленником Спиридонова уже. И к нему очень было критичное отношение в газетах. У Задорожного, что ли, крыша поехала, там даже в этом плане писали статьи. Вот. Но он как-то молодец, все привел в порядок, сделал по тем временам европейский ремонт. Рощевские подарили ему, как она называется-то, вот эта штучка такая, строительная. Мужчина. Мастерок, да, как-то еще другое название. Мастерок, и там написали Василию, строителю и так далее. Но надо отдать должное, что он занимался не только ремонтом и строительством нашего университета, но и сделал много по развитию науки, культуры и образования. И так, 2012 год. Задорожный сложил полномочия. Жизнь тут кардинально меняется. Подряд пошли 3 ректора женщины. Если в пору Витязевой она была одна, единственная женщина-ректор университета в Советском Союзе на протяжении всех 15 лет своего ректорства, то здесь ситуация резко изменилась. И в 2012 году назначена была ректором
выпускница нашего университета, факультета экономического, Марина Дмитриевна Истюховская. Но она пришла из властных структур, ей сразу захотелось что-то менять. Конечно, она обожглась в некоторых вопросах, но тем не менее все ее устремления были направлены на развитие университета. Был открыт памятник Петериму Сорокину, было университету присвоено имя Сорокину в 2015 году, памятник открылся в 2014 году. Но, к сожалению, день ее 50-летия, 26 ноября, ей пришлось покинуть университет и спустя полгода потом написать заявление о увольнении по собственному желанию. И в течение года исполняющей обязанности ректора была Наталья Алексеевна Михальченкова, кандидат экономических наук, работавшая в нашем университете по приглашению Марины Дмитриевны с 2013 года. Энергии хоть отбавляй, честно скажу. Горит у нее все. Наш народ, который привык медленно, потихонечку раскачиваться, ее принял в штыки. Но, тем не менее, приведу один пример. Была у нас, Старцева не помню, как имя, отчество, 100 лет прожила, которая Ольга Евтихеевна. Вы имеете в виду Ольга, которая Старцева? 100 лет, которая прожила, Старцева. Сейчас. Людмила, ну, с пединститута. Из пединститута. Она только отметили 100 лет Старцевой. И как-то так случилось, что, видимо, на фоне эмоциональных каких-то потрясений она уходит из жизни. Тогда была директором музея пединститута Валентина Константиновна Балакина. Она пришла из педучилища и никого не знала. Пришла в приемную, а я была в командировке. Пришла в приемную, видит там молоденькая женщина, это была как раз Михальченкова, и говорит: извините, пожалуйста, сейчас я уже скоро закончу, подождите. Извините, пожалуйста, вот умерла очень уважаемый человек, как вот сделать, чтобы ее нужно похоронить, и 3-е, и 10-е. Наталья Алексеевна великолепно владеет этим телефоном, она ее слушает, а сама постепенно накапливается народ. И Валентина Константиновна обалдела, когда вдруг услышала: так, ты этим занимаешься, ты этим, ты этим, ты этим, идти. Это молниеносное вот такое принятие решений, это было характерно для Натальи Алексеевны. Не знаю, хорошо ли это для высокой административной должности. Возможно, здесь нужна в каких-то точках, в каких-то моментах и некоторая осторожность, как это было вот у Задорожного. Он был осторожным очень с административными решениями. Но, тем не менее, вот она так работала. Сейчас она работает в Москве. Я вот недавно была в Москве. Я даже забыла, что она в Москве сейчас живет. Я ее никак не связываю с Москвой. Приехала от нее какое-то сообщение: ой, я говорю, я же была в Москве, я ей, извините, про вас забыла, что вы там, иначе нужно было там пообщаться, встретиться и так далее. И она сказала, что она уже не ведет здесь занятия, потому что это становится с каждым разом все сложнее туда-сюда летать. Но все, тем не менее, она оставила наш университет, в смысле преподавательскую должность, только в 22 году, в конце вот того семестра. И постоянно Ольга Александровна и Наталья Алексеевна, она уже будучи зампредседателя правительства Республики Коми, решали какие-то совместные вопросы. И, конечно, Наталья Алексеевна, когда уходила туда, говорила: оттуда я могу больше помогать университету. Не знаю, получилось так или нет, надеюсь, что все-таки так случилось. По крайней мере, вот с тем зданием, которое было снесено, и сегодня, ну, я хоть и говорю реконструкция, но на самом деле это строительство нового корпуса, начиная с фундамента, по сути дела. И вот Ольга Александровна, то, я уже сказала, 4 ноября тоже была назначена на эту должность. До этого работала в Ухтинском индустриальном институте, в Ухтинском государственном техническом университете. Чуть раньше жила некоторое время в Сыктывкаре,
преподавала в Академии госслужбы, по совместительству работала в Комипединституте, как мне сказал Илья Николаевич Саков, и полгода поработала и в нашем университете. То есть, посмотрите, какая хитрая. Она все прощупала вузы нашей республики. Изучила все методы работы, опыт работы. И, конечно, согласилась стать ректором. Ей уже было все легко и просто. Она уже все знала и всех знала. Но Ольга Александровна очень долго тоже не могла пройти избрание. Это случилось только спустя 3 года, в 2020 году. И сейчас с Ольгой Александровной мы как минимум работаем до 2025 года. Ну, надеюсь, что если мы все будем помогать Ольге Александровне, она согласится продлить свое служение университету. Дорогие друзья, я что-то сегодня разболталась. Прошу меня извинить за мою болтовню. Что-то интересно, но университетским-то точно интересно. Пединститутским, может быть, эти имена мало знакомы, да? Вот скажите. Нормально? Мало знакомы, и поэтому они, может быть, о них не имеют такого яркого представления, как мы. Мы только называем осторожнее и сразу все представляем. Значит, в книге 730 страниц. Книга состоит из 3 частей. Я ее писала, можно сказать, всю свою жизнь, потому что я была в составе ректорской группы 1972 года, еще до открытия университета, а до этого 3 года отработала с Винсентом в том филиале Академии наук СССР, и она меня пригласила сюда. Затем я оказалась и первым принятым на работу официальным сотрудником, и никак не могла расстаться с университетом. И даже когда в 70 лет решила все-таки уйти, ушла на пенсию, нет, сижу, пишу книжки про университет. И мне это нравится. И то, что я делала в первую очередь, я писала то, о чем я меньше всего знаю, о 3-й части, с 2012 года. И у меня получилась эта часть такой большой, что пришлось и подтянуть к ним первые 2 части. Первая часть, как вы понимаете, это становление, вторая часть это уже развитие, а сегодняшняя часть – современное состояние университета. Ну, тут как-то у меня по-другому названо, но пускай это будет условно так. Конечно, не всех удалось отразить в этой книге. Я уже сказала, были и такие объективные причины, просто не было публикации об этих людях. Вот, например, есть у меня такая приятельница, которую, наверняка вы тоже знаете, Надежда Анатольевна Антонова. Не ходит ни на какие мероприятия. Готовится только к занятиям и преподает. А все, я ее никуда не вписала. Она у меня ни в какой публикации не значится. Воспоминаний не писала она об университете, ни о себе, ни о других. Вот единственное, она вошла в список защищенных диссертаций. 1 раз упоминается человек, который здесь работает с 1974 года. Так что вот имейте в виду, не я виновата, если вы сюда не попали, а вы все виноваты, а мне спасибо. Спасибо.